Кадетская школа Сосногорска славится своими традициями. Одна из таких, и, наверное, самая знаковая – присяга новобранцев. Проходит она в торжественной обстановке. В этом году присяга совпала с празднованием Дня защитника Отечества. Посвящение прошли пятиклассники и те, кто прибыл в школу из других образовательных учреждений. Все началось с торжественного построения. Гимн страны, вынос знамен, рапорт. Господин Соул, взвод кадет 9 класса на торжественное мероприятие построен. Господин Соул, взвод 8 класса на торжественное мероприятие построен. Было заметно, что мальчишки и девчонки, принимающие присягу, волнуются. И это неудивительно. Все-таки клятва, которая дается перед учителями, родителями и одноклассниками, имеет особое значение. Добровольно принимая себя. Благородные почетные звания. Благородные почетные звания. Российского кадета. Российского кадета. Неукоснительно соблюдать. Неукоснительно соблюдать. Законы чести кадета. Законы чести кадета. Всю жизнь нести гордое имя. Всю жизнь нести гордое имя. Кадета Сосногорской кадетской школы. Кадета Сосногорской кадетской школы. После того, как ребята принесли клятву кадета, каждому из них приглашенные на праздник почетные гости вручили первые в их жизни погоны, пожелав успехов во всех начинаниях. Сегодня присяга и сегодня погоны у вас первые, и потому самые важные. Сегодня перед лицом своих старших товарищей, перед лицом своих родителей, ветеранов и наставников вы приняли присягу на верность кадетскому движению, на верность кадетскому корпусу. Но не только. Вы обязаны хранить и нести гордо звание кадета российского. Вы должны гордо нести звание патриота нашей Родины. Во время присяги чествовали не только новобранцев. Старшие ребята получали награды и очередные звания. Затем, твердо чеканя шаг, кадеты прошли торжественным маршем. Смирно! Господа кадеты, поздравляю вас с принятием присяги! Ура! По традиции, сразу после присяги состоялся праздничный концерт, на котором воспитанники кадетской школы показали все свое мастерство не только в строевой и спортивной подготовке, но и в умении вальсировать, читать стихи и не только. Без сомнения, юные кадеты запомнят этот день надолго. Даже несмотря на то, что повзрослев, не все из них станут военнослужащими, полученные за время учебы знания и навыки будут помогать кадетам на протяжении всей их жизни. И этот путь с кадетскими погонами на плечах для них начался сегодня. Совсем немного времени остается до того момента, когда на территории Сосногорска начнется реализация федерального проекта, инициированного президентом по формированию комфортной городской среды. Благодаря этой программе Сосногорск получил уникальную возможность привести в порядок дворовые и общественные территории, где больше всего любят бывать горожане. Начиная с января, сосногорцы активно их предлагали для всеобщего голосования. В итоге лидеров определилось 3. Все эти 3 объекта, они совершенно разные по тематическому исполнению. Сейчас мы находимся в сквере Победы. На данном сквере у нас уже запланирован ряд работ, составлен уже дизайн-проект. Планируется у нас расширение площади здесь, оформление нового постамента, ограждение, установка нового освещения, замена досок памяти. Еще один объект, который претендует на благоустройство уже в этом году – небольшой парк в железнодорожной части города. Данный парк у нас больше является как семейный, символизируется семьями. Там проводят очень много времени семьи с детьми. Парк тоже своего рода тематический. Там у нас планируется тоже его полностью благоустройство, установка малых архитектурных форм, установка дополнительных арт-объектов. Не осталось без внимания и Сосновка. Площадь имени Гагарина также находится в числе лидеров общественного голосования. Там проводит время очень много граждан нашего города. Там у нас проводятся новогодние мероприятия. Поэтому на сегодняшний момент у нас есть очень много предложений по его обустройству. И тематика у граждан – это все-таки космос. Поэтому сейчас на данный момент мы пока это все выбираем, рассматриваем предложения граждан. И уже потом по согласованию будет составлен дизайн-проект также площади имени Гагарина.
Если вы хотите внести свою лепту и предложить свой дизайн-проект благоустройства одной или всех 3 этих территорий, ваших предложений, рисунков и чертежей ждут в районном управлении ЖКХ или администрации муниципалитета. Все предложения будут обязательно рассмотрены специалистами и учтены при составлении окончательных вариантов. Будут гражданам предложены 3 общественные территории, которые у нас победили в интернет-голосовании и в голосовании на бумажном носителе. Будет предложено несколько вариантов дизайн-проектов этих территорий, составленных с учетом предложений граждан общественных организаций, поступивших к нам в управление ЖКХ. Оценить каждый из проектов и выбрать лучший можно будет 18 марта. Гражданин, житель города, придя на территориальный счетный участок, сможет, получив бюллетень, сделать свой выбор. Выбрать общественную территорию и выбрать дизайн-проект этой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году. Тот проект, за который именно вы проголосуете 18 марта, будет воплощен в жизнь уже в этом году. – 24 февраля Сосногорск посетили участники автоэкспедиции «От Балтики до Арктики». Для делегации журналистов и руководителей крупных российских СМИ это уже 6-й день автопробега. Позади Ленинградская, Архангельская и Вологодская области, а также родина Деда Мороза – Великий Устюг. Самый большой участок пути автоэкспедиции проходит по территории нашей республики. Как рассказал главный организатор пробега, генеральный директор информагентства «БНКОМи» Алексей Лазарев, основная цель этого проекта – показать всей стране, что жизнь кипит не только в столице России и Санкт-Петербурге, но и далеко за пределами мегаполисов. Как у нас все строится, да? Мы живем в России, накопили немножко денег, дали нам отпуск, и мы погнали в Москву и в Питер оставлять деньги. А мы, наоборот, хотим показать, что отъехав чуть-чуть от мегаполисов, жизнь, вот русский север прекрасен. Традиция принимать руководителей регионов, районов, в которые мы проезжаем, почетные участники нашей экспедиции. И самое главное, наверное, вам с пионерских времен не повязывали. В Сосногорске участников автоэкспедиции встретили настоящей визитной карточкой нашего района, уменьшенной копией знаменитой шанги, ежегодно сопровождающей национальный фестиваль Сосногорья. Столичным журналистам такой прием оказался по вкусу, и уже через несколько минут они пустились в хоровод прямо в фойе городского дома культуры. После чего почетным гостям предложили немного отдохнуть и согреться теплым чаем. В это время главный пилот автопробега, лучший дебютант ралли «Дакар-2012» Антон Мельников признался, что ради этого проекта он даже пропустил Кубок мира в Карелии. Но он ни на секунду не пожалел. Сам Антон родом из Усть-Цильмы и говорит, что здесь, на русском севере, живет его душа. Я получаю удовольствие от вождения, особенно учитывая, что мы посещаем новые места, новых людей. Тот же Сосногорск, я много лет езжу мимо Ухты из Москвы в Усть-Цильму и обратно, а в Сосногорск вот ни разу не заезжал. И вот мы заехали, и нам так понравилось, то есть город со своей особенной какой-то архитектурой, такой тихий, прямо хочется там сесть где-то у печки там со стаканом чая и не уезжать отсюда. Продолжилась экскурсия в Сосногорске посещением местной кузницы. В результате вот этой обработки мы получили такой пруд. Мы сделали оттяжку, то есть из толстого превратили металл в более тонкий, да? И рубили здесь коры. Вот все наши деревья знаменитые, а некоторые не очень, вот таким образом выращивались. Столичным журналистам рассказали о тонкостях кузнечного дела, дали подержать в руках раскаленную розу и даже самим выковать себе гвоздь или монету на память. За эксклюзивными сувенирами выстроилась целая очередь. Далее гостям устроили настоящую экскурсию по городу. Объехав все достопримечательности, делегация отправилась на прогулку в семейный парк Юготлун. Завершилось мероприятие коллективным фото на фоне сосногорского глухаря. Увозя с собой самые яркие воспоминания и частичку нашего северного городка, автоэкспедиция отправилась в Ухту. Завершиться автопробег должен уже 28 февраля. Последней точкой станет город Пустозерск Заполярного района Ненецкого автономного округа. Таким образом, участники автоэкспедиции преодолеют расстояние в 6000 километров. Сразу 2 круглые даты отметили в Сосногорске на минувшей неделе. 25 лет народному ансамблю коми-песни «Зильзёль» и 20 лет Центру коми-культуры.
Солистка хора Ольга Игнатова без песен не может прожить и дня. Все эти годы она принимает в жизни коллектива активное участие и помнит, как все начиналось. Я помню, что нас позвали в Дом пионеров, который находился тогда по Пионерской улице. Вот. Там собрались люди, я многих не знала. Вот. Ну и сказали, что с сегодняшнего дня будут репетиции хора. Как назывался хор? Никак. Зелезёлем он стал попозже еще. Вот. Этот день я хорошо помню. Руководила Ия Ивановна Липина. К слову, названием хор обязан именно Ольге Игнатовой. «Зельзёль» – ее любимая песня. На протяжении многих лет коллектив не только сохраняет традиции коми-народного фольклора, но и осваивает новые направления, исполняет произведения современных композиторов. В репертуаре хора старинные обрядовые и народные коми и русские песни, частушки. Поздравить коллектив со знаменательной датой в творчестве пришли не только коллеги по цеху, но и представители районных властей. Свято хранить наследие своих предков – это действительно очень важное, нужное и благородное дело. И оно под силу лишь тем, кто знает и любит свою историю и свою культуру. И именно такие люди составляют основу хора коми-песни «Зельзёль». Название вашего коллектива очень созвучно с журчанием ручья. И это довольно-таки символично, потому как вот уже 25 лет ваши песни разливаются по Сосногорскому району и Республике Коми и приносят радость всем своим слушателям, как глоток чистой родниковой воды. Пожелав творческого долголетия, Сергей Дегтяренко вручил в качестве подарка сертификат на приобретение оргтехники. Эстафету поздравлений приняла начальник отдела культуры Марина Никитина. Она вручила благодарственные письма самым активным участникам хора. Не секрет, что 2018 год у нас объявлен годом культуры, поэтому сегодняшнее мероприятие мы посвящаем году культуры в Республике Коми. И сегодняшний юбилей 20 лет Центра коми-культуры и 25-летний юбилей народного хора коми-песни «Зельзёль» как никогда гармонично вплетается в эту дату. На сегодняшний день Центр коми-культуры, конечно, остается единственным учреждением, который развивает культуру коми-народа, а также развивает традиции и самобытность народа коми. За 20 лет Центр стал неотъемлемой частью культурной и общественной жизни района. В учреждении функционируют 14 клубных формирований, участниками которых являются люди среднего и старшего возраста, дети и, конечно же, молодежь. Наверное, к счастью, что наша молодежь сегодня продвинутая, но она все равно не забывает свои корни наших бабушек. Поэтому очень много мероприятий для молодежи и для дошкольного и школьного возраста. И мы стараемся рассказывать, как это было раньше. У нас есть Коми-Керка, это музей, мини-музей, откуда мы начинаем свою деятельность центра. И очень всем нравится. Поэтому я думаю, что наши корни должны быть сохранены. Мы должны помнить, как наши бабушки пели, как они пекли правильно шаньки, как они правильно занимались бытом. Все традиции должны быть сохранены. И все начинается с малого, с традиций сохранения языка. Сегодня в Центре коми-культуры трудится небольшой коллектив, команда единомышленников, которые преданы своему делу, полны творческого оптимизма и идей. Со сцены в этот день звучали не только официальные речи, поздравили коллег и представителей других национальных объединений. Ведь в нашем районе все национальности живут большой и дружной семьей, и в этом есть немалая заслуга Центра коми-культуры, двери которого всегда открыты для тех, кто хочет приобщиться к традициям коренного народа.